На книжной выставке, открывшей фестиваль русской культуры в Доме Москвы, было представлено 300 наименований книг различного жанра и направленности. 100 из этих наименований – это книги, выпущенные в рамках издательских программ правительства Москвы. Есть такие. Москва финансирует издание на конкурсной основе большого количества ежегодно. Это достаточно солидный грант для того, чтобы те книги, которые по тем или иным причинам, в основном экономически, не увидели бы свет в издательствах, они финансируются за счет города Москвы. Хочу сказать, что ежегодно с нашим участием, с участием правительства Москвы, мы передаем книги, передаем учебники в 2-3 школы, различные школы, каждый раз разные школы в Абхазии. Это было и в 2022 году, и уже я видел заявочку на 3 школы 2023 года. Это такое тоже скромное послушание. Годом ранее в нашем доме проводилась выставка «Москва литературная», где были представлены издания московских издательств, книг. И тогда мы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными, а масштабы его будут увеличиваться. И сегодняшний день свидетельствует тому, что наши надежды были не беспочвенны. Огромная радость для каждого издателя, когда плод труда твоей компании, книга приобретает вторую жизнь, отметил генеральный директор издательства «Белый город» Константин Чеченев. Здесь собраны очень достойные книги по разным областям. Здесь и книги по и художественной литературе, и литература историческая, книги для детей, для подростков, книги по психологии. Вот, наверное, на том стенде представлены книги, это серия «Русская классика». Многие издательства выпускают. Но чем хороша эта серия, что и подбор произведений, плюс вступительные статьи, комментарии пишут крупнейшие специалисты, которые именно знают данного конкретного писателя. Поэтому они очень могут быть вам полезны, как для такой работы конкретной, как для детей, так и для взрослых, потому что очень много интересных материалов, кроме произведений, в каждой книге опубликовано. Ну а после прошло дефиле русского костюма. Коллекцию представил известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. Это одна из самых крупных и значительных экспозиций в России. Это костюмы не сшитые, это костюмы, собранные мной в этнографической экспедиции. Этим я занимаюсь уже 35 лет. Пришел после армии молодым парнем и стал забирать костюмы. В коллекции у меня около 300 костюмов. Сегодня маленькая толика. То, что мы привезли нашу частичку души с России сюда в Абхазию. Костюм же, ну что стоит? Костюм женский, праздничный, конец 19 века, Пензенская область, Земельческий район, село Тундарово. И, наконец, творческая встреча с Юрием Поляковым, советским, русским писателем, поэтом, драматургом, киносценаристом и общественным деятелем под названием «Зачем вы, мастера культуры?». Открыл эту встречу Юрий Поляков своими воспоминаниями об Абхазии. Осенью 1986 года я жил в Липше. Я был тогда главным редактором газеты «Московский литератор». Она тоже входила в систему, значит, литературной газеты, издательство «Литературная газета». И ну, тогда мобильных телефонов не было, ничего не было. И вдруг я вхожу, и там дежурный говорит: вас там разыскивают из обкома комсомола. Вот, местного, из Сухума. Иду в кабинет директора, говорит: то уже много раз звонили. Значит, а что такое? Ну вот я сейчас вас, меня связывают. И там, говорит, я не помню сейчас, но представился он секретарем, вот, секретарем обкома, вот, такой голос, значит, и говорит: Юрий, ну там в комсомоле по отчеству, стараясь друг друга не звать, говорит: я вас хочу поздравить, звонили из ЦК комсомола, вам сегодня присуждена премия Ленинского комсомола за повесть ЧП районного масштаба. У каждого есть какие-то места, связанные с детством, которые незабываемы. И одним из таких мест для Юрия Полякова стала Абхазия. Как август, мы садились в поезд Москва-Сухуми и до Нового Афона. И, конечно, я все это, значит, помню. И
Если первую книгу из цикла «Совдетство», здесь вот они представлены, там я рассказываю вот о своем этом переулке, где я вырос, вот эта часть Москвы, примыкающая к Лефортово. Вторая часть «Совдетства», она тоже там есть, это про пионерский лагерь и вот про эти отношения, которые всем, так сказать, памятны. То вот третья часть, которую я надеюсь выпустить в августе этого года, там события происходят как раз в Новом Афоне. Писательская судьба Юрия Полякова на первый взгляд сложилась необыкновенно удачно. Его произведения занимают почетные места на полках книжных магазинов, издаются на разных языках, экранизируются, его пьесы ставятся во многих театрах. И все же на фоне, казалось бы, такой счастливой гладкой жизни его ругают читатели, любят и ругают заодно, за верность теме и стилю. Многие критики и журналисты обращают внимание на такую черту Полякова, как быстрая реакция на болевые точки общества. Смелость в высказывании своего мнения, отсутствие страха перед остротой вопроса или проблемы. На сегодняшний день у автора более 20 повестей и романов, более 12 экранизаций, соавторство в 3 сценариях. Один из них всеми любимый «Ворошиловский стрелок». Более 15 спектаклей по произведениям и несчетное количество публицистических статей, выступлений по телевидению. Мне звонит в один прекрасный день Станислав Сергеевич Говорухин, с которым я не был знаком до этого. Вот, звонит, говорит: я хочу предложить вам вот участие в фильме. Я вот сейчас фильм буду снимать по повести Виктора Пронина «Женщина по средам». Вот. Я говорю: ну так а что вы, значит, я говорю, пусть и пишет Пронин. Он говорит: нет, понимаешь, мне нужен хороший автор диалогов. Я говорю: ну давайте попробуем. Я вообще не профессиональный драматург, кинодраматург, я, конечно, что-то писал, меня просили, когда вот делали экранизацию. Ну давайте. И, в общем, все, так сказать, закрутилось, завертелось. Кстати, мало кто знает, что этот фильм «Ворошиловский стрелок», который впоследствии стал заниматься, он снят по повести Пронина «Женщина по средам», в основу которой лег судебный очерк, который он прочитал где-то вот в периодике. Всенародную славу Юрию Полякову принесли повести «100 дней до приказа» и ЧП районного масштаба, написанные в начале 80-х годов. Критики и читатели отмечают своеобразный и всегда узнаваемый язык произведений Полякова, наполненный аллегориями и метафорами, насыщенный тонкой иронией, незаметно переходящей в лиризм. «Козленок в молоке», «Совдетство», «Замыслил я побег», «Работа над ошибками», «Небо падших», «100 дней до приказа». Одним словом, все его произведения динамичны и читаются с большим интересом. Творческая встреча была оживленной, слушатели задавали вопросы, делились своими впечатлениями. Ну а после прошла автограф-сессия. Лаура Капш, Камила Джопа, Абхазское телевидение.